В Ухте выпал первый снег, правда, уже растаял, но к концу недели синоптики обещают уже более обильные снегопады, а из-за перепадов температур возможен и гололед. И хотя зимняя погода в этом году устанавливается позже обычного, ухтинские коммунальщики во всеоружии. Подробности у Виктории Науменко. Погода в этом году балует, шутят ухтинские коммунальщики. Обычно в этих числах техника вовсю выезжает на очистку дорог от снега и наледи. В этом году только ждет своего часа в полной боевой готовности. Готовить ее начали еще с лета. Перебирали двигатели, коробки. Своего выхода ждут уже 6 комбинированных дорожных машин и 4 грейдера. 6 тракторов, ТУМ-180 на тротуары полностью готовы к выпуску. Только ножи не навешаны. Как только первый снег, мы навешиваем ножи, выгоняем. 6 погрузчиков, 2 из них маленьких для малогабаритного обслуживания мелких улиц и дорог. Вот, 1 бульдозер, 1 крупная тяжелая техника К-700 для работы на больших дорогах, то есть на аэропорт, получается, на дальний. Последнее масштабное пополнение автопарка в Ухта-спецавтодоре было 2 года назад. Тогда закупили 2 компактных трактора и экскаватор. Следующее, возможно, уже в этом году. По крайней мере, на республиканском уровне соответствующее решение уже принято. Владимир Викторович Чуйба дал задание Комитету имущества Республики Коми всем, то есть распоряжение он дал по 10 миллионов всем муниципалитетам выделить на закупку коммунальной техники. Ухта, так же, как и все муниципалитеты, то есть мы отреагировали, там срок был заявки, предоставления заявок, не только заявок, но и техническое задание коммерческих предложений, мы все это выполнили. В скором времени парк пополнит тротуарно-уборочная машина и трактор. Когда именно они поступят, пока неизвестно. Впрочем, затяжная осень пока позволяет беречь существующую технику. С выпадением снега автопарк Ухта-спецавтодора работает в круглосуточном режиме. Есть в этом случае экономия смеси для посыпки дорог и тротуаров. Обычно за осенне-зимний период муниципалитеты расходуют по 12 тонн состава. Столько обычно и заготавливают. Но в этом году он пока не пригождался. У нас всегда начинается с 1 октября зима, снег выпадает. Сейчас уже 2000 кубов примерно не досыпали. Надеюсь, меньше в этом году будет, и весна, может быть, раньше наступит. Несмотря на недовольство со стороны некоторых автовладельцев, в составе смеси вновь будет соль. Мера вынужденная. Без нее смесь не защищает от гололеда, поясняют коммунальщики. Покрытие покрывается ледяной коркой, и сцепление колес с покрытием начинает, конечно, полностью отсутствует. Пескосоляная смесь, она срабатывает как реагент, она, конечно же, лед, она разъедает. А вот посыпать тротуары пескосоляной смесью будут только в крайних случаях гололеда, чтобы не было грязи. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.